Дагестан в этом году потрясло сильнейшее наводнение. 6 человек там погибло, около 50 человек пострадало. Разрушены стихией водой были дома, дороги, мосты. Ущерб природа нанесла Дагестану очень сильный. Сейчас, кстати, вся страна собирает Дагестану, и это очень правильно, это очень хорошо, помощь гуманитарную. Но где были власти? Вот какой вопрос. Поэтому, очень опасно сейчас вот такую тревогу вызывает будущее, весна в республике Саха. Посмотрите, недели через 3 начнут вскрываться наши северные реки. Тоже вызывает волнение, где будут власти, в случае такого огромного потопа, наводнения, как, допустим, был в 2001 году. Помните, да? Сильнейшее наводнение вообще было по всей этой республике Саха. Я помню, что было в Ленске. Там, двухэтажные дома полностью уходили под воду, да, это 2001 год. Весна 2001 года в Якутии привела к небывалому по силе и трагедии наводнению. К разгулу стихии оказались неподготовленными ни местная власть, ни сами горожане. Сейчас мы смотрим в Дагестане, людям власть не пришла на помощь. Вспоминается прошлый год, Аймикон, когда затопило. Власти не было. 2 недели люди ждали, когда чиновники к ним приедут. Посмотрите, что было в 2021 году, когда были крупнейшие пожары, да, тоже у нас в республике Саха. Больше 10 миллионов, ну, около 10 миллионов гектаров леса сгорело тогда. Якутскими лесами, а по размерам эта территория сразу нескольких европейских стран, следили всего 200 человек. Смог накрыл столицу республики Якутск и еще 51 населенный пункт. Дым настолько плотный, что едва можно различить здания и прохожих. И что сделали власти? Что сделал Путин для того, чтобы нам помочь? Буквально ничего. Самолеты, которые тушат пожары, были отправлены в Турцию, потому что в Турции тоже в тот момент были пожары. АСН потом сидел, и на этом совещании у федералов, да, с Министерством экологии, и хлопал глазками, когда ему говорили: ты прошляпил вообще весь сезон, весь пожар, где ты был, почему ты людям ничего не делал? Но он ничего не делал. А что делали власти-то федеральные? Тоже ничего не делали. Поэтому вот очень большие тревоги за будущее, за этот вот весенний паводковый сезон в республике Саха. Сейчас уже нам пора, наверное, людям, которые живут в республике, уже пора обращаться к своим избранным депутатам, главам своих наследгов, главам улусов, главам городов с вопросами, как мы готовимся к прохождению паводка вообще, да? Что делается, да? Тормошить их нужно все время. Все в ваших руках. Если вы не будете задавать им вопросы, если вы не будете показывать им свою обеспокоенность, они ничего делать не будут для того, чтобы обезопасить жителей республики Саха от возможной предстоящей стихии, стихийного такого бедствия. Очень опасно. Мы же все знаем, да, что власть наша вообще ничего не делает для того, чтобы люди жили благополучно. Абсолютно. Палец о палец не ударит. Нам самим нужно им о себе напоминать. Говорить: давайте, давайте, что сделано, вопросы задавать. Только тогда они начнут шевелиться. Так вообще нужно ли нам такое государство, которое нам вообще ничем не помогает? Вот в Аймиконе жители сами себе помогали. Где был АСН? Нужен ли вообще такой человек нам, который не заботится о жителях республики Саха? Он через 2 недели туда полетел посмотреть, что происходит. Через 2 недели. И стоял с довольным видом, когда ему вот эта вот тетушка высказывала. Понастроили дома миллионеры. Никто не вложился в дамбу для того, чтобы не затопило нас. Помните, было такое? Сейчас опять грозит, ну, как бы есть опасность. И эта опасность велика, потому что мы на своем опыте знаем, что ничего не делают. Нам самим нужно что-то для своего же спасения предпринимать.